Наша задача, я имею в виду абхазского народа, именно развивать душу. Я хочу поговорить про религию. Я не начал свое собрание, потому что без Абхаза нельзя. Мы на очень многие вещи, которые происходят в государстве, закрываем глаза. Камней там на берегу много, но золота много ли найдете вы там? Мы потеряем свою самоидентичность. Или это естественный цикл жизни. Лучшие люди будут управлять страной. Я встречался несколько раз с президентом. Самые хорошие впечатления. Надар Викторович, здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время на сегодняшнюю нашу беседу. Спасибо за приглашение. Услышал в одном из ваших недавних интервью очень интересную мысль о том, как вы рассказываете, что такое апсора. Я вас попрошу рассказать, что такое апсора. В двух словах, конечно, невозможно говорить об опыте народа, который складывался тысячелетиями и назван апсора. Вообще в самом названии есть два компонента или два составляющих, наверное. Есть апсора, есть апсуара. И мы часто путаем. Не часто, в основном. Апсуара – это творчество души. Апс – аура. А апсуара – это как раз то, о чем обычно говорят. Как сесть, как встать, то есть обычаи, традиции и так далее. Ну, вы знаете, наверное, до вот этого фрагмента вашего интервью, о котором я сейчас говорю, я на апсура с такого ракурса никогда не смотрел. То есть мне казалось, что апсура – это что-то незыблемое, устоявшееся и точно никак не видоизменяющееся. А вы вот рассказывали про то, что апсура, и сейчас тоже вы об этом сказали, что это опыт накопленный, и в том числе опыт, который мы сейчас накапливаем, Да. со временем тоже станет частью этого апсура. Да. Я хочу об этом немного развернуто поговорить. Получается, вот то, что мы сегодня формируем как правила и нормы поведения, тоже со временем станут частью этого апсура. Да, совершенно точно. В этом и ценность апсура. Почему мне, как музыканту, почему это интересно? Потому что это опыт, накапливаемый эмпирическим путем. Это не то, что вот заданность, да, там 2000 лет назад или еще дальше. Апсура как раз позволяет постоянно обновляться. В этом главная суть, потому что все, что не обновляется в природе, оно умирает. Апсура позволяет как раз постоянно обновляться, но оставлять стержень, абарь. Потому что тысячелетия назад были деревья, скажем, яблони росли, да? Они же росли по тем же законам. Но сегодня плод уже другой яблони. Вот точно так же человек. Скажем, там несколько тысяч лет назад апсуа, которые были, они складывали вот эти традиции, но не выдумывая, а на основе жизненного опыта. И все лучшее они называли апсура, то есть творчество души. У нас, у абхазов, все связано с душой. Вот это надо понять. Я сейчас не буду говорить о том, что кто-то согласится, не согласится, это их проблемы, понимаете? Потому что человек, когда не готов к какому-то знанию, у него блокируется сознание, и он просто-напросто отрицает. Абхазы, исторический путь развития абхазов показывает, что мы не материалистическая цивилизация, мы цивилизация души.
У нас апс, уа, человек души, апсабара, да, апсабара, апсн, все связано с душой. И мы должны развиваться именно в этом русле. То есть наша задача, я имею в виду абхазского народа, именно развивать душу. Понимаете, есть народы, у которых такой математический склад ума, технический и так далее, да, там много айтишников и так далее, они развивают, делают какие-то технические вещи, материалистические. Это неплохо, потому что человек состоит из души, духа и материи, да, поэтому мы в материальном мире живем. Это необходимо. Но как у каждого специалиста, вот я дирижер, композитор, я должен писать музыку, я должен давать концерты. Но если вместо этого я начну изобретать трактор, у меня не получится. То же самое техник, который может изобрести там трактор, начнет дирижировать. У нас как-то все смешалось, у нас все понятия смешались. Вот поэтому человечество не только абхазы. Абхазы – часть человечества. Человечество, вы видите, что пришло к тупику своего развития. Мы должны остановиться, осознать нашу цель на этой планете, и каждый должен начать заниматься своим делом. Апсуа мы должны развивать душу. У нас есть такое понятие псуарак злам дуэйдзам. То есть там не сказано псуарак злам да псуадзам. А о чем это говорит? О том, что апсура – это не узконациональное учение, а учение о развитии души любого человека на этой планете. И мы можем дать как раз, пусть не покажутся мои слова какими-то очень пафосными, но это наша роль. Да? Мы должны дать человечеству именно знание о путях развития души. Это наша главная цель как народа. Чтобы этим знанием поделиться со всем миром, в первую очередь есть ощущение и понимание того, что мы, как народ, сами должны обладать этими знаниями. Понятно, что есть такие выдающиеся люди, как вы, которые эти знания в себе несут. Но есть мое поколение, многие из которых, большинство вещей, наверное, уже не знают в силу ряда причин. И сейчас, и во время наших разных интервью мы это обсуждаем, активно тиражируется тема о том, стоит ли записывать апсуара, какие-то основные постулаты. И есть группа людей, которые считают, что апсуара – это такая материя, которую как только ты запишешь, она, как только ты придашь ей форму написанную, она потеряет какую-то свою уникальность и особенность. Вот вы как считаете? Да нет, конечно. У нас очень много глупых утверждений. Может, немножко грубо звучит, но это не как оскорбление, а на самом деле очень глупо. Вот, о языке, это не только апсуара. Знаете, я уже не молодой человек и всю жизнь слышу, как надо развивать абхазский язык. И он не развивается, потому что так есть какие-то законы, их надо знать, да. Вот, и законы, как другие народы, допустим, восстановили мертвые языки. Есть же такие примеры, да? Мы это не хотим, мы все время просто говорим, скажем, о языке, да? Это должны в семье учить. Но слушайте, у нас апсуара – это не семейный язык, это государственный язык. То есть все люди, живущие в государстве, должны владеть государственным языком. Вот то же самое. А если многие не понимают пути реализации программы языка,
Ну, вы можете представить, как они могут понять Апсура. Это вообще глобального масштаба. Это учение общечеловеческое. И нам, абхазам, это дано. Понимаете? Ну, есть разные истории о том, почему вообще эта земля у нас оказалась. Мы придумываем, ну, не придумываем, но есть истории, которые вы тоже знаете, и каждый знает о том, что у абхаза были гости, когда Бог раздавал землю. Да? Да, конечно. Абхаз опоздал. Но главное, это вторая часть. А первая часть – это то, что абхазский царь, во дворе у него слуги кололи дрова. И он вбил, когда он увидел, что идет дьявол со своими дьяволятами, он попросил дать ему топор. И он начал колоть дрова. Когда дьявол подошел к нему и говорит: как тебе не стыдно? Ты царь народа и сам колешь дрова, когда у тебя есть слуги. А этот царь, не отвечая, продолжает это делать. В итоге он делает, значит, удар, и открывается щель, да, большая щель. И у него железка, которым он бил, остается там. И тогда он, абхазский царь, обращается к дьяволу и говорит: почему ты смотришь на меня? Помоги мне достать это. И как только дьявол, значит, кладет туда руку, он вынимает топор, и рука дьявола оказывается зажатой, да, вот этой. И он 3 дня мучил. И когда другие дьяволята начали просить: мы все сделаем, мы не будем абхазов трогать, только отпусти его. Абхазский царь что говорит? Он говорит: недостаточно, что вы освободите абхазов. Вы должны поклясться своему божеству Уашха Макепсис о том, что все человечество вы оставите в покое и уйдете навеки из этой земли. Только тогда, через 3 дня, отпустил, значит, он его. И об этом услышал Господь. И когда он раздавал земли, уже вот вторую часть, вы знаете, Бог послал ангела, потому что не пришел абхаз. И когда ангел пришел к абхазу, он действительно говорит: у меня гости, и когда они уйдут, я приду. И в итоге он пришел, и когда пришел, Бог уже другим говорит: я не начал свое собрание, потому что без абхаза нельзя обсуждать вопросы, потому что все человечество в долгу перед абхазами, и кроме того, у них такие традиции. Он говорит: то, что я не мог сделать, победить или уничтожить дьявола со своим воинством, хотя я и гром, и молнии посылаю, постоянно убиваю, но я не мог этого добиться, а абхаз смог это сделать. Вот это главное, понимаете? Ну и кроме того, плюс еще традиции и так далее. На самом деле я первый раз слышу вот эту часть истории. Я думаю, что нашим зрителям будет обязательно это интересно послушать. Я немного продолжу развивать тему Апсура. Мы записывали интервью с министром просвещения Ханой Гунба, где она говорила о том, что некие постулаты Апсура будут записаны тезисно. Вот какие основные вещи, на ваш взгляд, нужно обязательно зафиксировать? И, может быть, в школе преподавать, может быть, в университете. Это тоже интересно, как вы видите. У меня нет никаких сомнений о том, что Апсура надо преподавать в школе. Более того, в детском саду, самые элементарные, потому что абхаз, когда рождался, он сразу уже воспитывался в этой системе. Вот. Поэтому во время войны, не потому что я пророк какой-то или провидец, нет. Я понимал, что война закончится,
Но нас быстро не признает ни Россия. Из Грузии мы духовно никогда не входили в Грузию. Вот. И мы оказываемся как на необитаемом острове. И я думал, что нас может сохранить. И я нашел только Апсура. Потому что речь идет о нематериальной составляющей, да, нашего народа, а о духовной. Поэтому вот с этой идеей, ну, еще сформировал, естественно, я пришел к Харзенбе. И он, как ученый, он сразу понял значение. Он сказал: делай. Тогда я собрал интеллигенцию, писателей, ученых, которые были во время войны в Гудауте. Мы составили учебные программы, мы сделали семинары для преподавателей в школах, и они начали обучать. И моя главная задача, поскольку не было учебников и так далее, ну, это отдельная тема, вообще Да. неправильное представление об учебниках тоже. Вот. Значит, я им сказал, преподавателям, что вот темы у вас есть, да, с 1 по 11 класс, а по этим темам каждый ребенок, кроме того, что вы рассказываете, каждый ребенок приходит домой у своих родителей, значит, дедов и так далее, спрашивает по этой теме, записывает и приносит. Понимаете? И так было собрано во многих школах огромное количество этнографического материала, который сегодня, учитывая, что у нас сгорел, значит, архив и так далее, обни, это было бы бесценно, понимаете? И многие школы собрали, мне говорили, по 3-4 папки были. Но когда я уехал, оставил свою должность, уехал за рубеж, ну, следующий министр посчитал, что Апсура не надо преподавать, и в итоге все эти материалы растеряли. Ну вот сегодня вы готовы выступить с инициативой, я не знаю, у вас наверняка много дружеских связей, где вы можете вот в таких кулуарных разговорах говорить о том, что, слушайте, давайте обратим внимание на то, что Апсура необходимо уже зафиксировать. И у меня, возможно, я заблуждаюсь, всегда мне казалось, вот если абхазская интеллигенция соберется и ученые, то вы вряд ли сможете договориться о том, каким будет итоговый учебник. То есть это будет много разночтений. Да, совершенно точно, потому что когда я уехал в Абни, тогда, теперь Абеги, были, значит, как раз семинары по вопросу Апсура. У меня есть копии докладов, которые они делали. Они, как по команде, ученые все, в итоге говорили, какие традиции абхазские. Но в итоге, в конце они говорили, что это не надо преподавать в школе, или пока у нас нету понимания, что такое Апсура, это нельзя преподавать и так далее. Если у вас, у ученого, нету понимания, что такое Апсура, ну, зачем вы вообще ученый? Тем более этнографы и так далее, понимаете? Вот, к сожалению, вот такая сторона неприятная есть. В итоге ученые содействовали тому, чтобы в школе перестали преподавать. А сейчас опять поднимает этот вопрос. Такое ощущение, что вот ваза, да, вот есть готовая ваза. Вместо того, чтобы ее украшать, ставить лучше цветы, букеты и так далее, мы эту вазу разбиваем и потом начинаем опять по кусочкам собирать. И мы все время топчемся на месте. Вы понимаете? Если то, что 30 лет назад моя команда министерская, мы ввели это в школьную программу, если бы это продолжалось, усовершенствовалось сегодня, мы бы вообще были на другом уровне. Понимаете? А то, что Апсура нужно
Без Апсура, во-первых, язык никогда не будет, потому что язык – это часть Апсура. Это то, на чем можно выразить Апсура. Потому что на других языках можно передать смыслы, но глубинные смыслы только на абхазском языке. Ну вот какие важные такие вещи, понятно, что мы не можем с вами весь учебник теоретически обсудить, но какие-то тезисные, может быть, точки опоры, вещи, которые прям 100% должны были бы быть зафиксированы в этой книге. Ну вот самое простое, да, когда входит старший в помещение, молодые должны встать. Вот готовы ли вы, ну, навскидку назвать еще несколько таких? Я бы с этого не начал. Дело не в том, что встает. Это не абхазское. Корейцы больше абхазов встают. Понимаете? Главное, что заставляет встать. Вот что главное. А не то, что он встает, это констатация факта. Да. Да? Или уважает, да, уступает место, не курит, не ругается и так далее. Главное – понимание природы. Может быть, это очень трудно понять, но есть составные части Апсура. Первое – это адырра, это знание. А мы начинаем с того встать, сесть. Ну, это я просто в силу своей я понимаю, это не неопытности только просто, вы. Да. Вообще у нас обычно Апсура это говорят, как встать, как сесть. Слушайте, это я был 16,5 лет в Южной Корее, там больше нас делают вот это Апсура, что мы говорим, понимаете? Так интересно. Вот. А главное мировоззрение. Вообще, что такое Апсура? Если одним словом сказать, да, это культура. Это синоним слова культура. Культура – это возделывание, то есть это делание. Вот поэтому Апсура, да, творчество души или возделывание души, оно из чего исходит? Почему ребенка воспитывали в понимании арицасу, арицасдзам? Это не обычай, а цас – это более глубокое, не религиозное, а мировоззренческое понимание. Почему из цасми, да, почему это грешно? Из гнахай это грешно перед кем? Не просто перед человеком, а перед Творцом, который нас послал сюда, который нам дал эту землю. И Он показал, как надо жить на этой земле, да? Эти установки, и за что Он нам дал. Понимаете? И это мы должны продолжать. А как сесть, уважать и так далее. Это все уйдет, если не будет главного начала духа, понимания духа. А дух витает там, где хочет. Понимаете? Поэтому мы сегодня видим, когда дух ушел или душа ушла, это еще хуже, понимаете? А душа, когда ушла, и мы видим, как наша молодежь сегодня великолепная, дай Бог вам всем здоровья, но еще моложе есть, как они одеваются, да, вот, как они ходят, потому что мы из своей жизни вытравили или изгнали понимание главной сути Апсура. И мы стали просто количеством на этой планете, не народом-носителем души, а народом, который вот как очередные другие. А мы для количества не годимся. Хотя у нас есть там очень много было людей и так далее, как когда-то, как было, я не знаю точно, но сегодня нас очень мало. То, о чем говорит, это не говорит о том, что у нас ценность меньше. Нет, это говорит о том, что наше предназначение другое совершенно. Не в количественном понимании надо относиться к Апсуа, да, а как к носителю души. Камней там на берегу много, но золота много ли найдете вы там? Понимаете? Точно так же
мы должны понимать наше предназначение и четко следовать этому. Другого пути нету. Но многое, вот о чем мы говорим сегодня, многое, на что мы тратим энергию, эмоции, да, и в области искусства, и вообще в жизни, ну, в политике тем более, для меня абсолютно бессмыслица. Абсолютно пустая трата времени. Это не дает развитию души, потому что все, что есть на этой планете, оно должно развивать душу человека. Если это главное не происходит, значит, многие народы исчезли. Но вот вы уже несколько раз сказали про предназначение абхазского народа. Можно ли это сформулировать? И как бы это прозвучало, предназначение? Показывать человечеству предназначение человека вообще. Прежде всего мы должны изложить это сегодня. Раньше были другие принципы, да? Знания получали в семье, там, через ажрачера, там, родственников и так далее. Сегодня уже, мы же бесписьменный народ, да? Ну, сегодня это письменный, но у нас долго не было письменности, поэтому знания передавались из уст в уста. Сегодня, 21 век, уже другие законы, поэтому это надо зафиксировать. Любой народ когда-то не имел письменность, да? Потом на определенном этапе начали создавать, потому что были торговые отношения, необходимо было иметь письменность, была религия, да? То же самое. То, что у нас не было письменности, скажем, ну, когда-то там, как Турчанинов говорит, в древности были какая-то форма, даже письменности. Я не об этом сейчас веду. Ну, скажем, в течение 2000 лет, да, мы не пользовались письменностью, у нас не было потребности. Это о чем говорит? О том, что церковь, та же христианская церковь, о которой мы говорим, она не говорила на абхазском языке. Понимаете? Ну, если люди на других языках слушали и не понимали, просто даже если они разучивали какие-то молитвы и полностью не понимая, мало пользы было. Мало пользы. Вот поэтому как-то индифферентное отношение было вот, к религиям. И к мусульманству, христианству и так далее. Ну вот если мы... Давайте чуть-чуть еще про Апсура, а потом вот про религию тоже такой диссонирующий вопрос. Хочется его обсудить очень с вами, услышать вашу позицию. Я был таким счастливцем на ГУМе, присутствовал на вашей лекции. Лекция длилась всего лишь час, и этот час пролетел вообще незаметно. И мне бы хотелось обозначить, может быть, тезисно вещи, например, традиции, которые когда-то были в нашей жизни, в жизни наших предков, но их сейчас не стало. Для меня стало большим открытием, что у абхазов раньше был белый траур, то есть люди в трауре носили белые одежды. И как-то вот, не знаю, меня эта мысль удивила, потому что в моем сознании это всегда черное одеяние. Вот есть еще какие-то традиции, которые навсегда ушли, но при этом когда-то это было частью нашей жизни. Вот то, о чем я говорил, кстати, по поводу Бога, да, как Он дал, почему Он дал землю, про дьявола и так далее, да, это же не моя выдумка. Если бы просто даже взяли книгу Кучи-Лакарба и изучали это в школе, адаптировали бы это для школы, была бы огромная польза вообще, чем преподавание разных предметов, понимаете? Вот. Люди бы получали знания, необходимые для жизни. В итоге ведь математика или литература, все предметы, которые дают знания ребенку. А знания для чего? Для того, чтобы человек это мог использовать в жизни. Вот в этой книге, о которой я говорю, Кучи-Лакарба, да,
Там 2 книги у него. Огромная польза была бы для ребенка, потому что он в будущей жизни своей мог использовать. Вот траур, да, черный траур. Он же не всегда был, естественно, когда-то был траур, да. Вот, а потом вот у абхазского царя, который мальчика долго не было там, да, и в итоге родился мальчик, Баталбей, который полюбил там девушку. Вообще красивая история. Это как Ромео и Джульетта, понимаете? Вот. Но мы все это считаем какими-то мифами и проходим мимо. А это очень важно, это учит жизнью. И в итоге вот девушка из рода Убла, тоже красавица, как и он, да, они любили друг друга, уже обручились и должны были пожениться. Вдруг несчастный случай, и мальчик Баталбей погибает. И царь, он устанавливает новые формы провода, потому что у него умерло, будущее, скажем, его единственный сын. И он устанавливает много правил, в том числе ношение черной одежды, как это должны, потом как должны страдать, лица царапать, волосы вырывать и так далее. Это были вот такие установки, их очень много. Кстати, эту девушку, Аубла, звали Азар, поэтому в наших народных песнях, в нашем музыкальном творчестве есть 2 вида азар. Это Адшзар, это и библейское, да, азар, когда там Гунда и Хания победили врага и, значит, стреножили коня, зар, и они сложили песню «Зар». Это один жар, это Ашчарзар. А есть другая песня, потому что во время похорон, вернее, во время прощания вот этого Баталбея, естественно, на прощании, хотя они не были еще женаты, с Азар девушкой, да, она, естественно, пришла, а мать Баталбея читала «Ау» произносила, да, и Азар ей говорит: отныне вместе с именем Баталбея произнесите «Вау» и мое имя Азар. И это Азар, которое поется на похоронах. Вот это 2 вида. Кстати, недавно ко мне как раз попался вариант, который пели при похоронах. Но сейчас уже такого нет, что поют на похоронах. Сейчас Я никогда не встречал. Сейчас вообще многое не происходит, понимаете? Вообще у абхазов больше, чем на свадьбах, рождались песни, скачки были во время похорон, во время поминок. И вот эти на поминках скачки как раз придумал вот этот царь Абхазов, о котором я вам говорил, когда умер его единственный сын, он устроил скачки тоже. Понимаете? Все имеет какие-то корни. И мы эти корни должны узнавать, а узнавать только через вот такие, значит, книги, которые есть. Но, к сожалению, очень много, допустим, я бы разгрузил вот учебные программы в школах, да, поэтов, у нас как составляются учебные программы, этого поэта надо ввести, того поэта надо ввести, и ребенка заставляют учить стихотворение, которое ничего ему не даст в жизни. А вот то, о чем говорили наши старцы, мудрецы, они бы использовали в жизни, и они бы стали более интересными людьми. Сразу много тем возникает. И я понимаю, что мы можем бесконечно долго говорить про то, что нам завещали наши предки. Я хочу поговорить про религию. Вот самым простым языком. Я православный христианин, который ежегодно с большой любовью, с большим почтением и уважением отмечаю День сотворения мира, Старый Новый год,
сама суть этого праздника, она очень сильно противоречит каким-то православным видениям мира, там есть жертвоприношения. При этом я условно в какое-нибудь ближайшее воскресенье после Дня сотворения мира иду в храм, молюсь и так далее. И это, конечно, немного сложно становится, когда ты пытаешься это проанализировать. Ну, какая-то происходит самоидентификация того, кто ты. И я бы хотел порассуждать на эту тему, как в нас это все уживается, как мы сумели все это совместить, собрать и при этом быть православными, соблюдая некую, скажем, абхазскую религию, если так можно выразиться. Очень деликатный вопрос, вопрос религии. Я тоже православный, крещен в детстве, вся семья православная. Но есть вот люди воцерковленные, Мгм. а есть верующие люди, да? Вот верующих больше, чем воцерковленных. А то, что вы назвали жерноха, ну, это такого прямого отношения к христианству, к православию не имеет. Я Нет, вообще конечно. сейчас даже не затрагиваю вопрос самого термина православие. Мгм. Это вообще другое. Христианство, оно христианство. Понимаете? Вот. А православие это немножко другое. Вот. Ну, как-то на определенном этапе объединили вот эти понятия. Вообще многое было объединено, когда церковь приходила, она же не на пустое место приходила, не в пустыню, а как раз на этих священных местах строили храмы, потому что люди и так приходили молиться на этих священных местах, поэтому строили храмы там, да? Вот. И почему абхазы очень спокойно относятся к христианству, к мусульманству, я думаю, к буддизму, если бы значит, буддисты жили бы по соседству, ну, мы тоже спокойно относились бы, да, к ламаизму, даосизму, да, суфистам, я не знаю, все учения, да, для нас. Почему? Потому что понимание Вселенной через Апсура, ну, настолько выше, что никакая религия не представлялась как угрожающей для абхазов. Потому что Усгидепсумзи, он и так был абхазом, он не боялся, что какая-то другая религия придет, он все равно оставался Апсуа, то есть человеком души. Он занимался не внешними обрядовыми вопросами, а вопросами развития души своей. Поговорим про музыку. Это более интересно. Не, на самом деле интересно все. Я понимаю, что я прерываю, понимаю, что это очень глубокие темы. Мне хочется, если мы с вами, у наших зрителей возбудим к этому интерес, и человек пойдет, найдет эти книги, углубится в эти темы дальше, значит, мы какую-то минимальную задачу с вами выполнили. Я это вижу так. А тем, которые с вами хочется обсудить, очень много. Особенно музыка, безусловно, музыка. Вот в каком контексте. Буду иногда делать отсылки к вашей лекции. Пожалуйста. Речь шла о том, что у нас есть народные песни, которые обладают исцеляющими свойствами. Да. И я так понимаю, что сейчас, возможно, готовятся какие-то уже научные исследования с научными медицинскими институтами для того, чтобы записать факты. Но все это на этапе развития пока только, но вы уже обладаете большим количеством знаний в этом смысле. Давайте поговорим об этом. И правда это так, что вот при ранении там, или при болях каких-то ты можешь и сегодня, это же никуда не ушло, да, там какую-то абхазскую народную песню начать петь, и тебе это поможет переосилить твою боль. Безусловно. Если, ну, скажем, даже в течение 100 лет, 200, 300 лет, если народ, люди поют песню,
это говорит о том, что она играет какую-то роль, то есть она воздействует. Если бы песня ранения была бы бесполезной, наверное, люди просто, их же никто не заставлял. А раз они пели у постели раненого, и раненый тоже начинал подпевать и забывал о своей ране, да, это говорит о том, что она действительно работала, музыка. А музыка, то, что музыка воздействует на человека, это не открытие абхазов или меня, понимаете? Это давно известно. Вообще звук – это вибрация. Вся Вселенная – вибрация. Любой предмет – это вибрация. Понимаете? Вот поэтому, раз есть вот такое искусство, исцеляющее, почему мы не должны это использовать? Ведь когда исцеление, разное бывает. Да, вот люди приходят на наши концерты. Да? Государственной хоровой капеллы. Да, государственной хоровой капеллы. И мы, естественно, всегда учитываем аудиторию, которая к нам придет, то есть люди, кто будет нас слушать, да? В каком месте это будет происходить. Это концертный зал, это театр или это пещера. Мы делаем специальные программы, понимаете? Это как служба. Это не просто как шоу, да? Концерт, люди пришли, посидели и ушли. Нет, это как раз не только песни ранения, вообще вся наша музыка, которую мы исполняем, она благотворно воздействует на человека, потому что для чего это мы делаем? Для того, чтобы после нашего концерта человек ушел освобожденным от тех проблем, которые у него были, от стресса, которое было, да? То есть мы его должны исцелить, его душу. Наша задача через звук, уже через музыкальный звук, да, через слово воздействовать на человека и именно исцеляюще, да? Мы работаем с душой, поэтому я все время говорю, душа это не случайно, понимаете? Насколько популярны концерты Государственной хоровой капеллы? Потому что, опять могу ошибаться, мне кажется, последние годы не беру в расчет, я наблюдаю тенденцию, что популярность все больше и больше появляется, а вот мне кажется, все это народное, наше, не пользовалось популярностью. Залы не были полными, приходили родственники и так далее, но в масштабах даже нашей маленькой страны это не были аншлаги. Как сейчас и как это переломить, потому что это очень важно слушать на таком тонком уровне, это тоже путь к самопознанию. Вообще, во-первых, полупустые концертные залы я не помню, да? Всегда полные. Полные, я не могу сказать всегда переполненные, да? Полные залы у нас. Вот, у нас разные программы. И не только абхазская музыка, ведь классическая музыка. Вы думаете, музыка Баха менее воздействует исцеляюще, чем песня ранения? Абсолютно нет. Просто по духовной составляющей песня ранения, она восходит на тот же уровень, скажем, семинорное месса Баха или хоралы Баха. Почему? Потому что она выполняет ту же роль исцеляющую, понимаете? Вот. По поводу переполненного зала. Переполненные залы как раз на очень простых концертах, которые мало что дают человеку. Просто прийти, послушать. Люди в основном ходят вот на такие концерты, где не надо совершенно думать, сознание включать, мысли включать, да? То есть наше поколение еще понимало слово катарсис, да? Очищение, когда спектакль, да, вот Абхазский театр в молодые годы
мы, молодые студенты, мы не всегда попадали на премьеры, потому что лишнего билетика не было. Спрашивали на улице лишний билет. Сегодня это как-то звучит фантастично, неправдоподобно. А я сам прошел это, понимаете, когда Нелли Эшва ставила спектакли в Абхазском театре. Было такое, понимаете. Вот. Но сегодня люди не хотят, как вам сказать, вот это гедонизм, он везде. Вот я утром иду на работу, да, иногда раньше иду, да, в 8 часов утра или в 7 часов. Иногда хочется пораньше прийти и что-то успеть, да, до начала репетиции. Уже огромное количество мужчин, женщины очень редко, огромное количество мужчин уже сидят на набережной, пьют кофе, делятся разными... Ну, это про душу как раз. Это не душа. Это не душа. Это сплетни, которые сегодня одна сплетня, завтра другая сплетня и так далее. Этим людям, у них заблокировано сознание, у них заблокировано понимание, для чего они. Они идут пить кофе, да? А кофе, кстати, это отдельная тема. Вы не пьете кофе? Нет, я не наркоман. Кофе – это наркотик. Наука говорит о том, что кофе высушивает, как наркотик, шишковидную железу. И, соответственно, человек... Шишковидная железа – это как третий глаз. Да, это такой. третий глаз, который находится внутри, Да. он направлен вовнутрь человека. Да. Когда она высыхает, человек живет, извините... Нужно слушать сложную музыку, читать сложные книги и смотреть сложные фильмы. Не обязательно сложно, ведь вот в классической музыке тоже очень много такой музыки, не для всех, да, для широкой публики. Вот. Давайте поговорим про современную абхазскую музыкальную индустрию. Вообще, на ваш взгляд, она существует? Есть артисты, на концерты которых... Вот я вижу, вы улыбаетесь, прошу честно ответить. Есть артисты современной абхазской эстрады, на концерты которых вы бы с большим удовольствием пошли, потратили время, деньги и так далее, и послушали? Может, слушаете что-то дома? Дай Бог здоровья всем. Это тоже, я не хочу никого оскорблять, унижать и так далее, понимаете? Но эстрадная музыка, она может быть. Легкая музыка, мы называем так, легкая, развлекательная музыка, скажем, да? Вот. Но если это музыка такого уровня Поля Мариа, да, и так далее, это понятно. Но когда на 3 аккордах, и когда это на африканских ритмах, которые услышаны где-то, и подкладываются абхазские слова, и вообще текст становится непонятным, там, где ударение это отдельная тема. Наш язык, кстати, мы сами уничтожаем из-за неправильного произношения. Неправильное ударение нельзя делать в слове. Очень часто делают, кстати, не только музыканты, но и журналисты грешат этим, когда в одном слове 2 ударения. Это абсурд, это как двуглавый человек, понимаете? Поэтому наши многие слова как мутанты. Такие вещи нельзя делать. По поводу эстрадной музыки, очень приятно, вот ребята, которые поют Анатрио, да, они все капельцы, кстати, вот, они очень грамотно поют, потому что они грамотные люди, и очень голоса подобраны, хорошо. Такая бытовая, легкая музыка, где не надо особенно думать, да, красиво звучат. Красивые голоса. Сейчас набирает популярность Государственный оркестр
народных инструментов имени Отара Хонсари. Вы бывали на их концертах? Что скажете? Меня приглашали на одном из концертов несколько лет назад. Было очень много пожеланий, скажем. С вашей стороны, Да, ребятам? с моей стороны были много. Я даже записал, потому что меня перед этим попросили. Да, в итоге, конечно, не воспользовались этим, да, но я все записал честно, и было очень много вопросов, которые можно было бы исправить. Но оркестр народных инструментов, понимаете, вот мы должны слушать аутентичный звук. Если это абхерца, мне не надо его с понимаю, о чём. электрогитарой, потому что электронный инструмент, он сразу подавляет абхерца. Абхерца вообще для другого было сделано, понимаете? Поэтому есть понимание вообще, как абхерца возникла. Да, абхерца не для развлечения. Абхерца возникла из страдания у человека, который погиб там сын, да, и он страдал и придумал через аквапей, натянул конские, да, волосы и начал играть, и так было вот такое возрождение, рождение инструмента. А когда мы его используем, даже ритмические, совершенно не характерные для инструмента, ну, это вот если вас одеть вот сейчас в китайский костюм, как вы будете выглядеть? Или в костюм рэпера, или, понимаете? Вот точно так же. Ну вот, например, поделюсь своим личным опытом. Я большой поклонник, мне ребята очень нравятся. У них есть композиции «Сламей». Ну вот, естественно, там все, как вы рассказали, народные инструменты, современные инструменты. Все это вызывает во мне какую-то гордость от того, что я сопричастен к этому народу, который вот в свое время, которому близки были эти мотивы. Это вот примерно так же, как ты оказываешься на выставке Батала Джапуа. Понятно, что это не совсем соизмеримо, его нарский эпос, и ты проходишь мимо этих работ, и ты внутри, как будто твои, знаете, крылья появляются какие-то, что ты вот предок всего этого. И такой вот современный язык, который помогает нам, может быть, современной молодежи прислушаться к этому. Вот есть у нас пример диджей Шири, который написал на основе абхазского фольклора целый альбом. Вы слушали? Азамата слушали? И нет, я не слушал, и не буду слушать, конечно, мне некогда. Вот, Это вы так отвечаете, потому что вы изначально против я такого против прочтения или Да, в силу своей конечно, интеллигентности? вы конечно, поэтому так отвечаете? безусловно. Ну вот если оркестр народных инструментов, вы понимаете, и когда там вместо доли, да, или Ага. барабана традиционная, кап-кап, да, у них есть, правда, это, но ударная установка. И там слышен в основном это ударная установка и другие инструменты. Когда звучит ударная установка, ни абхерца, ни авема, ни ахема, вы не услышите этот звук. И вам вместо хорошей музыкальной продукции, да, вам дают музыкальный фастфуд. Ну, иногда можно в Макдональдс пойти, понимаете, раз в год, да, но этим заниматься постоянно просто нельзя. Есть оркестр народных инструментов в России, с кого надо брать пример. Есть народных инструментов оркестры в Китае или в других, понимаете, и мы должны у них взять, как они каждый инструмент вам дают услышать его звук. А у нас этого нету. Поэтому, конечно, надо задуматься. Ну, задуматься я это в никуда это говорю, потому что у нас никто ничего не контролирует. Что мы хотим, вот я руководитель капеллы, да, хочу делаю концерты, хочу не делаю концерты, хочу абхазскую музыку исполняю, а если я не исполняю, мне никто ничего не скажет.
потому что нет государственной политики, а она должна быть. Про музыку, правда, очень интересно. У вас богатейший опыт, вы работали во Франции. Как там обстоят дела? И вообще, мне казалось, что вот эти коллаборации народного, старого и современного, они очень модные, собирают много слушателей и так далее. Вообще, как вы 16 лет проработали в Сеуле? Вот как там сохраняют свою самобытность? Наверняка вы обращали на это Да, внимание, конечно, будучи конечно. выходцем Но из Франция Абхазии. не пример этому, а Южная Корея, конечно. Корейцы, если в оркестр народных инструментов в Корее введут установку, да, ударную установку, его руководители просто или уволят, или не позволят это делать, понимаете? Потому что они вот этот свой инструмент двухструнный, да, они сохраняют его оригинальное звучание. И поэтому, да, микрофоны делают, увеличивают звук, но они не подавляют это, понимаете? И на них не играют все, что попало, даже классическую музыку играют. Они на этих народных инструментах, и получается очень интересное звучание. Но какую классическую? Да и ж много. Именно та музыка, которая подходит этому инструменту изначально. То есть они не убивают инструмент, они не насилуют инструмент, а раскрывают его новые грани. Вот к этому надо нам прийти. Стало интересно, почему вы прожили 16 лет там, в Сеуле, вы были профессором местного там университета. Почему вы вдруг решили вернуться? И, может быть, самое яркое воспоминание за 16 лет, их, наверное, очень много. Корея, как говорил мой друг, один пианист, это такой большой пионерский лагерь. Это очень доброжелательная страна, это очень доброжелательные люди, это вот классическая музыка на высочайшем уровне. Я, кстати, не знал об этом, когда я туда ехал. Меня пригласили, я 16,5 лет был там, а вы спрашиваете, почему я уехал оттуда. А почему я был столько времени, хотя рассчитывал, максимум на 5 лет. А был в 2 раза больше, понимаете? Потому что на самом деле взаимоотношения людей, отношение молодежи вот к старшим, да, профессор для них вот наверху Бог, внизу профессор. Вот понимаете, когда 100 раз проходишь мимо студентов, не только мои студенты, у меня очень много студентов было, потому что у меня 2 оркестра было там, да, с 1 по 4 курс все, а другие, любые. А в университете 15 тысяч студентов. Это огромный университет в центре Сеула. Они всегда, если я 100 раз прохожу туда и сюда, они будут вставать и кланяться мне, потому что я профессор. Извините, я профессор в данное время Абхазского университета. Я бываю там, и я вижу, как молодежь не встает. Это очень грустно. Поэтому, когда вот о Апсора мы говорим, и от Ара Гылара, да, слушайте, я уже это не могу слушать, потому что я жил в Корее и работал. А Ара Гылара – это как раз там. У нас этого сейчас нету. Потому что там как раз огромное внимание уделяется духовной составляющей. Мы должны понять вообще важность. Если мы не понимаем значение духовности, мы начинаем материальную сторону, да, человека обращать на это внимание, да, как мы выглядим, как мы сидим, что мы одеваем, на какой машине ездим, да. У нас
поле зрения уходит в эту сторону. Но это производное. Это главное в человеке, это душа, которая вечна. Тело временное, да, у человека, поэтому в нашем языке есть и пс, и хихт, или депсит. Это означает, что душа покинула тело. Вот это вечное покинуло то, что временное, да? А мы обращаем внимание на это. И как только в нашей жизни мы, вот я вначале там сказал, что мы вытравливаем, выгоняем из нашей жизни духовную составляющую, и тогда наша жизнь, она теряет смысл, потому что материальное тело человека имеет смысл только когда в нем есть душа, и она развивается. Если этого нету, тело человека, ну вы сами понимаете, куда в итоге уходит. Я не могу не затронуть Абхазский театр. В свое время вы руководили Абхазским драматическим, можно назвать национальным театром. Вы говорили про катарсис. Вот если говорить про абхазскую театральную жизнь, в том числе абхазский драматический, молодежный, русский драматический театр, было ли за последнее время, что вы пришли на спектакль? Может быть, не катарсис, но хотя бы что-то соизмеримое с этим ощущением вы испытывали? Когда я был в Абхазском театре... Не обязательно, когда вы руководили Абхазским театром, вообще вот за последние годы. Вообще, ну вот наши молодые годы, которые я упомянул, да, когда Нелли Эшба ставила спектакли. Да. А вот современность. Ваши немолодые годы. Немолодые годы тоже могу вспомнить. Вот спектакли Валерия Ковя. Вот, вы знаете, пока я работал, вот был спектакль, допустим, «Пешком», да, Мрожика. Я не только на спектакль ходил, я всегда, когда было время, я сидел на репетициях. Потому что, во-первых, тема очень интересная, интеллектуальная, заставляющая человека думать, да? Хотя это время военное, да? Но главное, как режиссер нашел подход вот к этой теме, как он это раскрывает, понимаете? И это было очень интересно наблюдать, как он работает с актерами, как они овладевают, что-то не овладевают и так далее. Но он настолько много давал, что актеры, к сожалению, там великолепные актеры есть в Абхазском театре, но все равно режиссер, как и дирижер, должен не только выше всех, там, интеллектуально, не об этом идет речь. Мы должны знать очень много, понимаете, чтобы иметь право учить кого-то, я должен в разы больше знать, в несколько раз больше знать. И вот, ну, в Абхазском театре вот после Нелли Эшба, конечно, я могу назвать Валерия Ковя. Это великолепные были спектакли. К сожалению, они опять уже не идут. Они не шли, пока я не пришел туда тоже. Лет 5, по-моему, они не шли. Это какой-то политический вопрос или... Это не политический, это конфликтный вопрос внутри театра, который я не хотел бы обсуждать, потому что он абсурдный. То есть это не вопрос актуальности режиссера? Нет, абсолютно нет. Он бы мог много и сегодня делать, потому что режиссер, как и дирижер, он может очень долго. Это не певцы, которые имеют лимит, да, пребывания на сцене. У нас профессия такая, что мы можем долго, да, режиссеры, дирижеры.
Вот. Ну, к сожалению, он не ставит сейчас спектакли. Вот, Ну, из действующих режиссеров, из и не действующих только режиссеров, Абхазского театра. да, из действующих режиссеров, вот, когда я был, мы поставили очень хороший спектакль, интересный «Ромео и Джульетта». Вы не смотрели? Нет, к Многое сожалению, нет. потеряли, вот я могу сказать, потому Его что... сейчас в репертуаре Его театра нет, нет уже. конечно. Это был настоящий, это было новое прочтение Шекспира. Да, ну, во-первых, Ну, я Ромео... помню, об этом говорили много, это Да, точно. это был великолепный спектакль. Кстати, декорации, ну, режиссер от Гуркове, младший брат, а декорации были как раз Батала. Вот, Депо. Депо. Да, просто великолепные. Были и декорации, и игра актеров, и режиссура. Все было великолепно. К сожалению, спектакль не идет. Ну, наверное, есть другие спектакли. Вот. В русском спектакле очень часто бывают... Ходите часто в театр, Да, я русский хожу. драматический. Да, в русский театр, в отличие от абхазского, я хожу. Вот А в как... Абхазский вы не ходите из протеста или Нет, просто нет, вам... что вы, я недавно был. Мгм. Я недавно был, ну... Там сейчас Нам- была премьера недавно «Короля Лира». Ну, я был на «Короле Лире», да. Не понравилось? Ну, не буду говорить, Понятно, понравилось, всё, не мгм. понравилось. Если бы очень что-то затронуло, понимаете. Но это не говорит о том, что плохой спектакль. Просто я уже в таком возрасте, понимаете, и ну, кое-что видел в жизни, понимаете. Спектакль просто меня не затронет. Это не говорит о том, что кому-то не надо. Нет. Понятно. В русском Вот, да, вы театре, про русский кстати, театр вот говорили. кроме того, что вот в Абхазский театр-то сейчас я сам хожу, если я хожу, ну вот когда Вика Ман, да, Виолетта Ман выступает, конечно, я хожу, потому что это и старшие воспоминания, Ну, старшее поколение. легендарная Да, женщина для вот, Абхазии, а они, конечно, никогда не приглашают, это понятно, и не надо. А вот в Абхазский театр Иракли всегда приглашает на спектакли, более того, интересуется мнением, да, и очень вот как театр, действительно русский театр состоялся. Кому-то нравится, не нравится, не об этом речь, а актеры занимаются своим делом, понимаете, не склоками, не сплетнями, а выражают себя на сцене в спектакле. Это великолепно. Я вообще люблю, когда люди занимаются своим делом. А в Абхазский театр, кстати, я пришел ведь тоже по просьбе бывшего президента, вот, Хаджинба. Я был во Франции, тогда пригласили меня. Пришли руководить, он вас пригласил. Да. Мгм. Ну, там была конфликтная ситуация, Мгм. и вот... Я не буду спрашивать, потому что вы надо говорили, что не спрашивать. хотите там... Главное, почему я пришел Да. туда. Я никогда не думал об этом. Ага. Ну, я знал, что я там долго не буду работать театр. Вы находились в Париже, и он... Да, я в Париже был, да. И мне позвонили отсюда. И вот и Хаджинба сам позвонил, и потом министр культуры позвонила, Эльвира Арсалия. И попросили, в общем, вот, потому что была конфликтная ситуация. Но я понимал прекрасно, что это так не лечится, понимаете. Но мне было очень важно изнутри понять причину конфликта Нелли Эшпа с театром. Я хотел изнутри узнать, потому что я о Нелли Эшпа в то время писал книгу. И она мне всегда рассказывала. Нелли Эшпа, она, конечно, намного была старше меня, но я могу уверенно сказать, что мы были друзьями. Я очень много общался с Нелли Эшпа, записал очень много интервью с ней. Вот. И я писал книгу в то время, и я никак не мог понять, как вот такой выдающийся человек, образованнейший человек, с которым можно было говорить о литературе мировой, о мировом театре, о музыкальных шедеврах, понимаете. Она очень часто использовала классическую музыку, того же Верди, вот, понимаешь, в спектаклях.
И почему у нее был такой конфликт внутри театра? Почему актеры не дорожили? Потому что Нелли Эшби – это национальное достояние. И у меня какой-то когнитивный диссонанс был. Как они могли не оценить, а 2 раза ее заставили, вынудили ее уйти из Абхазского театра со скандалом. Понимаете? И поскольку в моей книге они, естественно, многое, и мне надо было понять, поэтому как провидение, да, это было предложение в Абхазский театр гендиректором, это было удивительно, конечно. Вот. И я согласился, и я увидел вот это все, когда люди, которые не готовы к новому, и они не хотят ничего. Им достаточно прийти на работу, пить кофе, поделиться там, он сказал, я сказал и так далее, понимаете? Потом в виде репетиции что-то сделать и пойти домой. С ними, конечно, невозможно. Хотя при Нелли Эшби были корифеи большие, да, там Лео Каслан, Минадора, Зухба, ну и так далее. Сейчас всех не могу перечислять. В масштабах Советского Союза. В масштабах актеры. Советского Союза, понимаете? Вот. Ну и сейчас, когда я пришел, там тоже Кисо Хагба был, Темраз Чамагу и так далее, там великолепные, да, актеры, актрисы есть. Но они, когда я пришел, это как бы группа другая была, они были вне театра. Я их всех привел в театр, и мы вот на спектакле Зурика Ковия, да, Валерия Ковия, мы восстановили 4 спектакля, и они начали опять выступать на сцене. Я ушел, и опять спектакли были. Вот. Ну, по-моему, в «Короле Лире» играет Кесо Хагба, если я не ошибаюсь. Короле Лире играет Кисо Хагба, но очень многие не играют. Ну, я, честно говоря, я как интервьюер, безусловно, чувствую, как будто этот вопрос, правда, вас до сих пор беспокоит. Нет, меня не беспокоит, потому что... Ну, как даже не сам вопрос конфликта театра, а то, что вот вокруг театра и в театре есть конфликт, и это затормаживает развитие в любом случае, Да, если конечно, конфликт я есть. когда уходил... Вот как некую боль такую. Да, как я будто когда сейчас- уходил, я сказал, что руководству нашему я ухожу, но если вы хотите исправить положение в театре, надо сделать это. Мы тебя услышали, сказали мне, я уехал, и все продолжается. Там надо кардинально менять вообще всю систему управления. Вот. Систему управления и заново набирать актеров, потому что половина труппы вообще просто числится там. Я сейчас не хочу это... Да, давайте тогда не вопросы- будем. Правда, вопросов интересных очень много, которые хочется с вами обсудить. Я про этимологию некоторых абхазских слов, тоже с отсылкой на вашу лекцию. Мне прям понравилось. И, кстати, я не знаю, откуда я это знал. Не сказать, чтобы я это где-то читал, нет. Но вот когда вы это говорили, я такой, точно, так и есть. Мне кажется, интересно было бы рассказать, например, о том, как принято спрашивать, как дела, и как на этот вопрос отвечать. Вот вы говорили о том, что говорить харсымом, ну, как-то не очень. Есть другие варианты. И вот у всего этого есть сакральные значения. Я бы хотел поговорить об этом. Мне кажется, это настолько важно для нас сегодня, потому что мы очень много делаем неосознанно, не вдумываясь в то, что мы говорим. Да, харсымом это не то, что... Ну, вообще само звучание, это может музыкальное, я уже... Профдеформация. Да, хар, вот это х, не очень воспринимаю, но само выражение, оно нормальное. Это говорит о скромности человека с одной стороны, а с такой, скажем, эзотерической точки зрения это очень важно. Потому что когда, ну, как за рубежом, да, когда спросишь американца, как ты, он говорит, великолепно, да, а вдруг у тебя не великолепно, иду, думаю, у него великолепно, и появляется какая-то зависть, да,
Вот. А зависть это же не просто, это энергетическая атака идет, да, на человека, у которого все хорошо, он говорит, да, вот это контраст возникает. А когда харсамадзам, ну ничего, нормально, да, вот. И тогда как бы нейтрально это все нивелируется. Это нормально. Вот. Ну, по-другому, как сказать, когда у человека горе, он говорит «хакак вышел» или «сыкак вышел». Это тоже мне не очень нравится. Ну, живу, поживаю и так далее. Еще есть вариант ахираха. Это не скромный вариант. Как? Ахираха. Арирага. Но это вам, как человеку с тонким слухом, наверное, сложно слушать. Ну, арирага солоп, это может сказать какой-то, знаете, такой, ну, военный или мужчина. Вот если женщина арирага солоп скажет, ну, как-то нелогично, да? Ну, давайте оптимальный вариант ответить на вопрос уж папу. Ну, все-таки харсамам это нормально. Вот такое среднее, нейтральное, скромное, потому что вся наша культура основана, да? Вот это алама, сахнок, гаща и так далее. Все на скромности человека. Вот поэтому харсамам это вполне пойдет. Но вообще скромность, на самом деле, если так проанализировать, это такой фундамент или центр образа современного, наверное, хотелось бы, абхаза. Вот если продолжить такой собирательный образ абхаза, это какой человек, какими качествами он обладает? Скромность – это вообще признак духовности и признак ума. Когда человек понимает, что есть много чего он не знает. То есть это перспектива человека. А когда все великолепно, я все знаю, да, это уже говорит о том, что есть какой-то барьер, да, и как бы человек достиг своего максимума. А когда он говорит харсамам, это какой-то средний путь, да, то есть это прекрасно. А главное, вот, ну не главное, главных вообще очень много. Когда-нибудь, если я закончу книгу, которую я пишу, Апсура, она огромная. Она огромная, из составных частей состоит там Адырра, Ацас, Алеша, Акнага, да, или Азин. Азин, да, как право. Вот, и в каждой части огромное количество глав. И мною пройдено очень много, да. Вот вся литература, которая существует, этнография, история, культура и так далее, да, я все хочу пройти. И я в основном, 80-85% я уже все это переварил. Вот. И когда я уже окончательно все пройду, тогда я пишу, естественно, параллельно я пишу. Но я имею в виду вот редактура или уточнение каких-то вещей. Кто такой Бог? Анца. В понимании абхаза вы имеете в виду? Понимание абхаза, Да. конечно. Что такое Вселенная? Айнакра. Что такое Анцахука? Кто такие? Потому что в советской науке, научной литературе Бог и божества спутаны. Поэтому у нас есть Бог, а есть божества. Это не одно и то же. Анца и анцахука в русском языке у нас в литературе, в науке говорят анцахуа, да, как анцахуа, как боги. Угу. Боги были у греков. А у нас нет, у нас Бог. Бог-творец, который все создал, а есть анцахуа,
это силы, это божества, наделенные конкретной определенной силой, да, определенной областью. Это не боги. Как дух кузни, как дух леса, вот это, например, асана. Да, это можно сказать как дух, да, но это вообще разные категории. Сейчас у нас нету цели все это Исследовать. расклад такой делать, да, Но это очень божества, интересно. духи, анаха, алпхахамаза, да, очень много всего. Вот раньше видели, да, даже в мои молодые годы видели анаха. Сейчас никто не видит. Почему? Потому что это энергия, которой мы не пользуемся. Что значит видели? Видели Видели, материально видели. и зафиксированы Конечно, факты, как люди виделись. конечно. Давайте скажем для тех, кто не знает, аныха – это священное место. Нет, священное место – это анахатып. А аныха тогда? Анаха – это Дух. дух, это ангел огненный или, апаимбарерхон в свое время. Просто сейчас, когда говорят аныха, сразу речь идет о священном месте, Нет, куда нет, приходит нет. жрец, Но молится. аныха не может быть священным местом. Может, я ошибаюсь наверняка. Да, да. А тып- как называется тогда это? Вот перед выборами, когда собирались кандидаты в президенты, куда они ходили? Аныха ямцанахен. Они шли к месту аныха тыпача. А Ага. тыпачий сон. Мгм. Аныха ямцанахен. Но они не месту же поклонялись. Они поклонялись вот этому святой силе, да? В этом месте. Но там все равно жест говорила анша илпха, Анчаилпха на аныха. это, конечно, потому что аныха – это тоже часть, да, как я говорил, да, это как божество, Мгм. но это не Бог. Мгм. Вот. Через аныха, потому что человек напрямую к Богу не всегда обращается. У абхазов имеется в виду, да? Поэтому он через определенных ангелов, божеств, он обращается к Богу. Это не говорит о многобожии. Давайте про книгу. Я не знал. Очень рад, что вы об этом сказали. Как долго вы эту книгу пишете? И вообще, честно говоря, наверное, это какая-то недюжинная внутренняя сила должна быть просто за это взяться. Ну, я уже пишу это около 30 лет. Ну, это со времен войны. Ну, видите завершение, идете к финалу. У меня Хочется есть поскорее эту структура, книгу у меня получить. есть. У меня есть полное видение, как должна быть составлена эта книга. Я ее хочу сделать. Вообще заранее нельзя говорить, что я Да, хочу. это да. Давайте не будем тогда, потому Давайте не что будем. мне кажется, это важно в Единственное, масштабах что я всего могу народа. сказать, я хочу ее сделать такой настольной книгой каждого человека. Мгм. Не заумной какой-то, понимаете, а чтобы А для люди общего понимания. понимали и использовали это. Вы подарите мне эту книгу? Говорить вперед нельзя, но встать в очередь мне ничто не С мешает. удовольствием. с Большое удовольствием. спасибо. Ну, Я- До этого я вам подарю другую книгу, Анели Эшпа. Книга уже вышла, скоро она будет здесь. С большим удовольствием, если будет И презентация, там очень приду и- много, кстати, вы знаете, вот в книге Нелли Эшпа, что я очень много дал ее мыслей заложены там, и очень много полезного для широкой публики, естественно, но для актеров, как им надо работать, на что надо обращать внимание и так далее. Надар Викторович, позвольте мне сослаться на одно из недавних ваших интервью, где вы рассуждали на тему влияния русской культуры на абхазскую культуру. Я вот сформулирую свой вопрос следующим образом. Сегодня у абхазского народа очень много страхов по поводу возможного, вы поправляете, будем рассуждать на эту тему, поглощения
абхазской культуры более глобальной культурой, например, российской, учитывая новый импульс наших взаимоотношений. Даже здесь вот мы находимся, тут такое, знаете, важное место для абхазских творцов, креаторов, как можно говорить, Минкульт нам подарил такую возможность здесь творить, работать и так далее. Но это тоже по примеру российских коллег все происходит. Давайте порассуждаем на эту тему, есть ли основания нам переживать и вообще как сосуществуют. Мы же не вчера начали вместе сосуществовать в одном информационном пространстве. Как сосуществуют наши культуры, где одна маленькая, другая большая, если так можно говорить. И есть ли нам основания бояться, и какую роль вообще российская культура привнесла в нашу культуру? Когда вы говорили, есть ли угроза там Да. и все прочее, да, и я как-то вот сверху посмотрел на это через Апсора. Да? Ну какая угроза? Если мы будем носителями своей культуры Апсора, нам вообще ничего не страшно. Мы только будем впитывать из разных культур все самое ценное, все самое лучшее. Понимаете? А если мы откажемся от Апсора, да, тогда не только русской культуре, нам будет все угрожать. То есть это в первую очередь вопрос к нам самим. Конечно. Через русскую культуру мы сегодня познали и познаем очень многое в мире. Меня эта мысль тогда еще в вашем интервью очень зацепила, извините. Очень много. Вы понимаете, вот в научном даже мире меня очень интересует научная сторона, но не такая вот, которая для полок. Наука для науки или искусство для искусства, а наука жизни, наука, которая помогает в реальной жизни, да? Очень много информации, да? Ну, я могу там и на английском языке, естественно, читать, но большое количество людей ведь Подавляющее большинство. через русский язык. А он могучий. Это не просто фигура речи, понимаете? Потому что русский язык, он настолько богат. И это, кстати, узнаешь о богатстве русского языка, если знаешь несколько языков. Ну вот в сравнении, ничего плохого не могу сказать, но в сравнении с английским языком, с французским языком, русский язык богатейший. Насколько богат русский язык, потому что он переплавляет много терминов иностранных и через себя, да, и они становятся уже русскими. И очень много таких слов, да, в русском языке, они сегодня звучат совершенно по-русски, да. И через этот язык, как я сказал, мы, во-первых, русская литература, богатейшая в мире. Если я могу в оригинале читать Пушкина, это же не рядовой писатель, это пророк. Произведения Пушкина расшифровываются до сих пор. Ученые расшифровывают литературу Пушкина. Достоевский, там, Толстой, я не знаю, сколько хотите, понимаете? Поэзия Тютчева, да, Лермонтова того же, понимаете? Это мы в оригинале читаем, потому что билингвизм у нас с детства. Это прекрасно. Вообще можно было и 3 языка. Наука вообще говорит о том, что билингвизм, то есть 2 языка, это очень соответствует природе человека. Ребенок любой может очень легко овладевать 2 языками. Кстати, в Сербии, вы знаете, очень интересно, 1 год они изучают письменность на кириллице, а 2 год изучают на латинице. И в итоге надписи у них сочетаются латиница и кириллица.
И все прекрасно все понимают. Они даже не обращают на это внимания. А я когда обратил внимание, потому что для иностранца это как-то странно, да? Одна буква такая, другая буква такая. И они сказали, а мы даже и не обращали на это внимания. То есть поэтому русский язык, он не то что угрожает, он наоборот помогает нам. Помогает нам и развитие абхазского языка тоже. Другое дело, что мы не должны бояться, мы вообще не должны ничего бояться, потому что у нас есть апсура. Это духовная культура. А как может быть дух бояться чего-то? Абсолютно нет. Надар Викторович, вот для человека, который бы хотел начать знакомство с абхазской культурой, с абхазами, какие материалы вы бы посоветовали прочитать, с какими материалами вы бы посоветовали ознакомиться, каких ученых почитать, этнографов каких почитать? Ну, очень много. Другое дело, что вот просто обывателю, да, предложить С там чего начать, да? Иналы почитать, да, но он же, это научная литература, да, поэтому вопрос ваш очень правильный. Надо делать такую более популярную литературу, да, ну вот Пачуля в советское время выпускал, да, книги, они очень полезные, они как раз говорят об этом. Миха Лакарба, да, тоже хорошо, но надо больше литературы, больше. Вот. И те же вот народных наших сказителей, адаптировать это, перевести это на русский язык. Вот тот же Куча Лакарба, да, я сегодня несколько раз произношу, но кроме него очень много других, но это такие знания, вы знаете, по каждой теме у него, да, несколько страниц человек рассказывал. Это вы вообще, я не застал, конечно, но это было уникальное явление, когда сказитель мог рассказывать, во-первых, какой язык абхазский, богатейший, какие термины, которые мы не используем сегодня. Вот адаптировать это для школьной программы, перевести это для широкой аудитории, да, русскоязычного населения, да и англоязычного тоже. Этим надо заниматься, это надо делать. Когда вы сказали про Миху Лакарба, совсем недавно я со своими друзьями из России общался, вот рассказывал про то, что у нас есть традиция, где невестка, пришедшая в дом, не разговаривает со своим свекром. Ну, естественно, для них это удивительно, и мне задали вопрос, почему? Я смутился, потому что какого-то уверенного научного ответа у меня не было. Конечно, я начал там рассказывать про сохранение уважения в семье и так далее и тому подобное, но, может быть, есть более глубокие скрытые смыслы? Ну, такого более глубокого единого мнения поэтому нету. Поэтому основание главным является это действительно уважение, да, старшим. С другой стороны, вот молодые люди, это же не только не разговаривать, да, она не появлялась, будучи беременной. Значит, муж и жена, мы когда были молоды особенно, да, вместе не появлялись. Значит, парень своего ребенка не поднимал при старших. Это культура, это такие традиции были, у каждого народа они есть. Вы знаете, сколько у корейцев таких обычаев и традиций, которые, ну, нам кажется, ну, удивительно, но это так для народа это ценность. Поэтому мы должны это принимать как должное, да? как данность, вернее. Но вот тут как раз у меня вот возникает следующий вопрос про такой условно живой организм Апсуара, когда еще 10 условно лет назад вот эти традиции, они были частью нашей жизни. Сегодня, ну, как минимум в городах, этого нет. Супруги выходят в кафе,
отцы гуляют со своими детьми и так далее. То есть есть такая современная трансформация. Как вы это воспринимаете? Считаете ли вы, что это тоже ведет к тому, что мы потеряем свою самоидентичность? Или это естественный цикл жизни? Везде есть грани. Грани. Вот это не угрожает нашей абсурд, это наоборот обогащает. Это новая форма. Ведь когда-то, когда все это складывалось, да, люди в основном жили в деревнях Абхазии. Естественно, там была другая ситуация, понимаете? И это не то, что там вот невестка не разговаривала со старшим, да, лабха, со свекром. И когда проходило какое-то время, или, допустим, была такая ситуация, что болел кто-то, да, и необходимо было, чтобы она начала разговаривать. И он там резал петуха или там курочку, специально делал ей подарок невестке, да, дирчажон, да, заставлял ее разговаривать. Поэтому не было такого, что навеки вечные она не разговаривала. Нет. Но сегодня, если в городских условиях, да, в квартирных условиях, допустим, привели невестку, и они находятся в таком узком пространстве, но почему нельзя вот эту же традицию красиво сделать, да, абха, делает подарок невестке, и она там через 2-3 дня... Очень многие так и делают. Ну, Буквально так и сразу надо, после так и свадьбы, там надо. через пару месяцев, так и Да, делают. так и надо говорить. Другое дело, совершенно дико, с моей точки зрения, хотя я жил в Европе, и мои дети воспитывались в Европе, и я к чему это вот сейчас вспомнил, вот мой сын, когда еще был молод, старший сын, когда мы жили во Франции, он сам приехал на каникулы в Абхазию. И когда он вернулся, он еще в школе учился тогда, я спросил: Леон, ну как ты? Там видел на набережной, какие у нас красивые девушки. Ты молодой. Он сказал: папа, ты знаешь, как они вульгарно одеваются? Это мне сказал мальчик, который учился во французской школе. Понимаете? А это на самом деле мы видим очень много такого. Понимаете, я не ханжа, не в этом значении, но я никогда даже мне не приходилось говорить вот моей дочке: не одень вот такое платье, ну, слишком открытое, или брюки слишком вот, понимаете, то, что вот здесь я вижу. Вот когда кофта короткая, здесь голое тело видно, когда невестки очень оголенные, понимаете, плечи оголенные. Это для абхазов когда-то, ну не совсем когда-то, а даже в 20 веке, это было из ряда вон выходящее, если плечи были голые. А сейчас, слушайте, ну это некрасиво. Вы знаете, что я могу сказать, будучи вот во Франции более 10 лет, я связан с Францией, и сегодня не совсем я уехал, потому что моя дочка там еще находится, и сейчас в данное время старший сын тоже поехал туда, ну, поэтому часть моего сердца там находится. Вот. И там тоже, мы же общаемся с интеллигенцией, да, французской, они тоже считают вульгарной вот такую одежду. Там не каждая одевает. Просто наши люди, когда видят в фильмах, да, вот, ну, вот так одеваются, вот так себя ведут, и нам кажется, что это вот европейская цивилизация. Если мы вот так оденемся, мы как бы примыкаем к европейской цивилизации.
Но очень интересное выражение есть, кстати, подключиться к европейской цивилизации или к канализации европейской культуры. Это разные вещи. Очень на самом деле интересно. Я как раз хотел спросить, где сейчас находятся ваши дети, но вы ответили на мой вопрос. Младший сын здесь, Да? и старший Ваши скоро приедет. есть невестки, разговариваете? Пока нет. Невесток пока нет? Скоро будут. Ну вот, желаем вам в этом вопросе тоже радостных событий. Надар Викторович, когда мы с вами говорили о скромности, как абхаза как отдельной личности, у меня уже, я не знаю, несколько лет, я, кстати, эту мысль озвучиваю впервые, есть некоторые мысли, сейчас озвучу. Есть, мне кажется, еще некая скромность такая общественная, которая приводит к тому, что в силу нашей скромности, как народа, как обычных граждан, мы на очень многие вещи, которые происходят в государстве, закрываем глаза. Я много анализировал, вот почему где-то в других странах, если чиновник очевидно проворовался и так далее, есть какое-то общественное осуждение, а сейчас мы видим мировую тенденцию культура отмены, когда вообще человек становится условно нерукопожатым. Вот несмотря на наши, казалось бы, достаточно хорошо обозначенные социальные взаимоотношения, вот есть такой момент, где мы живем в стране, но так не бывает, где за 30 современных с чем-то лет у нас нет ни одного чиновника, которого там публично бы сообщили, что он коррупционер, отняли бы у него. Вот мы видим в России, периодически получаем такие новости. И общество к этому как-то нормально относится. Я уже копался в том, что, может быть, это тоже часть нашей идентичности, которая как раз-таки во вред нашему государству. Я бы не возводил это, вернее, не сводил к национальной теме. Вот то, что вы говорите, это скорее пассивность вообще в мире. Вот, ну, в той же Франции, да? Вы думаете, там меньше коррупции? Я знаю такие случаи, просто если я начну долго рассказывать, и там тоже, потому что вот эта сама система, которой мы пользуемся сегодня, абхазы, да, имитируем как бы вот эти мировые процессы, там избрание президентов, депутатов и так далее, она, вот эта выборная система позволяет вот такой категории людей приходить к высшим местам должностным. Понимаете? И в Франции тоже были там, я помню, один директор мясокомбината, который кормил там вместо значит, говяжьего мяса, продавал мясо лошадей и так далее. Его поймали, да, арестовали. В итоге его выпустили, он стал депутатом. Да, понятно. Я да. не хочу сейчас оправдать наших. Значит, Так у нас как будто бы их и нет. Вот в этом и вопрос. Тут понятно, что с коррупцией не справилась ни одна страна в мире. да. Наверняка мы не будем первыми. Я про то, что вот хотя бы есть некая культура отмены. Может, она просто не свойственна нашей органике, я не знаю. Допустим, мы все равно с нетерпением ждем разных людей, которые, может быть, не очень хорошо высказались об Абхазии, будучи абхазами. Там условно, как пример. При этом мы также приглашаем их на свои торжества и так далее. Вот, хотя для нас, для каждого абхаза очень важно быть частью социальной жизни страны. Входить в эти общества, ходить на ацнах, ходить на плакание, на свадьбы и так далее. Может, это просто нам не свойственно, это не наша органика? Нет, это как раз свойственно абхазам, но мы не пользуемся апсура. В апсуре это есть. Если человек совершал
что-то негативное, да, согласно уровню его гунаха, к нему было такое же отношение. Его могли даже у него отобрать фамилию, его могли изгнать из села, его могли изгнать вообще из Абхазии. Понимаете? Вот. Если даже преступник приходил домой, его обязательно должны были накормить, но все, что оставалось, чтобы он видел, это давали собакам, чтобы он понимал. Понимаете, вот была такая форма наказания. Это не то, что какая-то статья, которую там судьи придумали. Да, это может быть даже страшнее для Так это Абхаза, да. абсура было в каждом доме, это делалось, понимаете? Если вот человек пришел к нему, он так поступал. Если он на ночлег оставался, они обязаны были по Апсуацас дать ему ночлег, но на второй день, когда он уходил, все, на чем он спал, выносили и сжигали. Это было Апсуацас. Я убежден, что мы очень нуждаемся в этой культуре отмены. Это необходимо, только это будет жить у нас. Понимаете, вот эти законы, которыми мы, судейские, там системы, сейчас я все государственные структуры не хочу касаться, конечно, это очень серьезный разговор. Очень серьезный разговор, но на основе Апсура должно быть право в Абхазии, и тогда оно будет работать. Потому что даже если вот из наших гор вы привезете растение и посадите вот здесь на берегу, это не факт, что это будет жить. Вот так устроена система. А мы хотим вот какую-то систему, которую придумали там где-то, взять его и использовать здесь. Не получится Даже так. не адаптируя. Нет. Поэтому люди, которые не имели авторитета, если даже они приходили, вот ачара начинают, да, на свадьбу, они говорили, не надо их здесь сажать, их кормили, но за общий стол с уважаемыми людьми не сажали. Более того, алабаша. Есть разные формы алабаша. Если неуважаемый старик, алабаша кнеднер, ари охтадзм, ари алабаша имархон. Понимаете? Поэтому были у нас законы, и они работали великолепно. И это не судьи делали, это люди делали, потому что законы существовали не на бумаге, а в жизни. Понимаете? Это совсем другое было. Как-то хочется, знаете, какую-то, может быть, я не знаю, какое-то решение, где все это можно совместить и сделать так, чтобы оно подходило современному абхазскому обществу. При этом вот мне кажется, очень важно, что мы про это говорим, чтобы мы обратились к своим корням и понимали, что нам свойственна как раз-таки вот такая реакция на несправедливость. Конечно. Честность, правдивость, совестливость – это основы Апсура. Естественно, только возродив это, мы возродимся как нация, как народ. Даже наша с вами беседа, да, вот мы записываем 2 часа, это уже показатель того, что темы исследования нас как народа, они очень продолжительные, дискуссионные и долгие. К сожалению, конечно, мы не можем погрузиться во все грани и тонкости. Есть какой-то ряд вопросов, которые, как мне кажется, хоть немного, но наших героев раскрывают. Мне всегда интересно послушать о том, какой лет через 10-15 видит Абхазию герой Хара,
Я вот к вам тоже адресую этот вопрос. Какой вы видите Абхазию через 10-15 лет? Да, очень интересный вопрос. Я сразу вспомнил о том, как мы мечтали, будучи вот в вашем возрасте, да, когда мы получим независимость нашего народа. Мы всегда мечтали, будучи молодыми. Ну, мы не думали, что будет война. Мы хотели каким-то законным путем, ну, восстановить свой суверенитет. Вот. И, естественно, мы идеалистически думали о том, вот закончится война. Если мы когда мы станем хозяевами своей земли, да, будут управлять этой землей, государством только самые лучшие. То есть разговор о меритократии, которая, да, сегодня. Мы мечтали так, что самые образованные, лучшие люди будут управлять страной. Я и сегодня мечтаю об этом. Но такое ощущение, что после войны мы вообще вот в противоположную сторону все больше и больше, ну, по крайней мере, до недавнего времени шли. Сейчас появилась у меня надежда. Вот, я не хочу никого рекламировать, вот, но внимание к абхазской культуре, ну, к Апсура, к языку. Я вижу, что носит, если не стопроцентно такой деловой характер на самом деле, то, во всяком случае, неформальный. Вот. Есть какие-то симптомы положительные. Вот. Другое дело, что ведь не только власть, интеллигенция, а огромную роль играет интеллигенция везде, во все времена. К сожалению, какой-то период нашей истории послевоенной было немного пренебрежительное отношение, и поэтому, если принципы структурирования государства при, скажем, Ардзенбе были одни, сейчас совсем другие. Вы же помните первый парламент, какие были люди, да, известные, выдающиеся, которых все знали, да, конечно, да, и вот они пошли туда. Другая сторона – это правительство. Вот. В то время, когда он мне предложил объединить два министерства образования и культуры и возглавить, да, я вообще никогда не хотел быть чиновником, но мы очень много сделали. И реформы, вот сейчас я не могу, естественно, хвалиться, но все, что мы сделали в системе образования, в культуре, если бы это все продолжили бы, сегодня мы имели бы другую страну. А, к сожалению, мы все время крутимся в одном и том же месте. То, что один делает, другой приходит, разрушает, и потом заново начинается. И вот так все происходит. Почему? Потому что это нету четкой государственной программы. Нету, я не могу сказать, но мало людей государственно мыслящих. Понимаете? Но сегодняшняя власть, она в этом направлении мыслит. Видите, да, можете сказать, что начало положено каким-то важным... Власть, вещам? Вот я с властями не встречаюсь. Я встречался несколько раз с президентом. С Бадрой Гунба. С Бадрой Зурабовичем Гунба. Самые хорошие впечатления. Я встречался вообще со всеми президентами, да, Абхазии.
Я не буду говорить, тот был такой, это Да. был такой. Я говорю о том, что сегодня я вижу стиль работы, реакция на то, что ты говоришь, неформальные отношения, желание человека реализовать твою идею. Это очень важно. Я вижу это в нынешнем президенте. И вообще люди искусства, что мы хотим? Мы не хотим власти, потому что выше моей власти нету. Бог мне дал такую власть сочинять музыку, заниматься музыкой, дирижировать. Это огромная власть, понимаете? Мы не хотим другой власти, мы хотим просто помогать реализовать все, что мы можем для нашего народа. И если есть такой президент, который тоже готов пойти навстречу, мы вместе можем многое сделать для нашего народа. Надар Викторович, я предлагаю на вот этой ноте с шлейфом надежды завершить нашу сегодняшнюю беседу, потому что мы записываем, как я уже говорил, 2 часа, вопросов очень много, но я уверен, что у нас найдется тем для разговора еще не на одно интервью. Мы обязательно конечно. с вами будем связываться, ждем книгу. Вам огромное спасибо за такую очень интересную и, главное, познавательную беседу. Спасибо и вам Спасибо за большое. интересную беседу. Спасибо.